В фокусе правительства учреждения культуры. О реорганизации Чувашского института культуры и искусств сегодня сообщили на заседании Кабинета министров. Подробности в нашем следующем сюжете. Чувашский институт культуры и искусств должен слиться с Республиканским училищем культуры. Цель такого объединения – создать единую двухступенчатую систему подготовки кадров для сферы культуры и дополнительного образования республики. Также объединение этих двух учебных учреждений позволит упорядочить сеть учреждений профессионального образования республики, реализовать модель непрерывного двухступенчатого образования колледж-вуз, внедрить ускоренно сокращенную форму подготовки кадров, так как выпускники училища, сегодняшнего училища культуры, будут возможность иметь на приоритетной основе без сдачи ЕГЭ поступать в Институт культуры и обучаться по сокращенной программе. Предполагается расширение спектра образовательных программ с учетом потребностей экономики. Будут лицензированы и внедрены новые программы высшего образования. Но свои функции учреждение среднего профобразования сохранит, то есть новодел будет функционировать как два в одном. Но и без сокращения не обойдется. Будет ликвидирована должность директора Чувашского училища культуры. С предложенным раскладом на совещании в Доме правительства согласились. Я бы попросил вас продолжить работу в плане реализации задачи работы, так вот назовем, с одаренными детьми. Мы с вами знаем, что постоянно поднимается вопрос по поводу ликвидированного или восстановления деятельности ликвидированного лицея имени Лебедева. Надо говорить не о восстановлении самого лицея, а о создании стройной системы сопровождения, выявления сначала, а потом сопровождения, обучения одаренных детей. Эта реорганизация, она должна заложить основы вот такой работы. Кроме того, на заседании говорили об увеличении денежного поощрения на реализацию творческих проектов и числа грантополучателей. Последних должно стать вдвое больше – 6, а не 3, как это было до сегодняшнего дня. Суммы поощрений тоже вырастут. К примеру, на претворение в жизнь успешного проекта творческий коллектив может получить до 5 миллионов рублей. Увеличение грантового фонда, уверены в правительстве, даст возможность выпускать в итоге более качественный и высокохудожественный продукт. Людмила Майкова, Михаил Солин, Вести Чувашия.